Раз, раз, два, три, раз, раз, два, три, раз. Все записывается. Так, начинаем. Чёмный РТС, с вами я, снова этноблогер Генрих Немчинов и гармонист Владимир Трошев. План такой: с Сыктывкара поехать в Каркерос, встретиться с музыкальным коллективом Исерга, с ними двинуться в Усть-Куломский район, в поселке Кушба, Кебаньоль и Дон. В каждом поселке дать часовой концерт, и все это успеть за один день. Поехали! Мы приехали на 2 часа раньше в Каркерос, и у нас есть время прогуляться по Каркеросу. И вам, соответственно, тоже покажу, какое это село. Тут, кстати говоря, «Играй гармонь» снимали возле этого дома. Не в магазин ли ты идешь? Мы идем на отреставрированную новую, как скажем, мемориальную, как называется, арт-объект, посвященный 9 мая. Мы пришли в новый парк Победы. Разбросала по России обелиски, разбросала по России солдат, звезды, а под ними списки да списки, а под ними миллионы близких дат. Вон, видишь, ленточка висит вон на дереве. Да. У нас традиция такая, надо на березе было ленточку вешать. Все вот сюда вешают, вот на этот стол, на это дерево. А я вот туда залез, туда повесил. Каркерос – родина талантливых кузнецов. И все арт-объекты, которые я вам показал, кованные железо местными и не только мастерами. А еще в Каркеросе классная библиотека. Колис эти час. Машина выкидывает тосол. Мы встали посередине трассы. Возможно, обратно поедем. Не каркай, ёпа. А, нельзя было. Не каркай. Красота. Пора на вовремя. Вот и мы приехали в село Кушба. А дрова у вас сколько стоят? Машина 7-8 тысяч. Машина это прицеп. 10 тысяч кубов, да. А, почему село называется Кушба? Потому что все кузницы большинство было. А тут вообще большинство населения на коме разговаривает? Все коми? Все. Да, все коми. Да, коми язык тоже изучают. У меня всегда двойка была. Сама коми чистая. А ти куди на хранітарну картопельце? То гос. Коршифер, ясно суть тема. Да, то еще гусы. Прошпионил немного информации о Кушбе. Слушайте, перед вами сельская школа. Ее недавно закрыли. Сейчас дети ездят учиться в другое село. В состав административной территории Кушбы входят еще 2 поселка и 1 деревня. Совместное население составит чуть меньше 1000 человек. Вот, как видите, с этого села открываются такие виды. Все красиво. Идем дальше. Шашлык? Шашлыка нет. Большинство с Кушбы уезжают, но зато кто остается, является двигателем села. То молодец,
в обществе. No ja, byle Da. czemu ty się No, forum stał na się takie- kurze organizuj. Da. Czemu organizator sam. Да, да. И гармошка есть тоже. Ой, е. Главное, гудок тоже, гудок слем, тоже гудок слем гажи тоже. Зевуджит, атте. Да. Во, высший класс. Очень много здесь Кузнецовых. Вообще, да, видел в конце, как что там творилось? Колис минут кыж. Сельсовет Иванёльский. Продаю, сдаю. Империя вин. Мы находимся в селе Кибаньоль. Пройдемся по селу, покажу, как живет тут народ. Кибаньоль – лесозаготовительный поселок. Первыми жителями были спецпереселенцы. Тут бок о бок живут более 15 национальностей. Как пишется в одном из сайтов, Кибаньоль – это поселок добрых и очень трудолюбивых людей. Пока идет концерт, появилось время прогуляться по селу. И все же, мне интересно, почему Кибаньоль? А вот речка Кебан-Йоль течет ручей. да? И вот это... Так и предполагал. Да. А как тебя зовут? Миша. Миша. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Кем станешь? Работать папой. Работать с папой. Ребята играют в прятки. А наш водитель все сидит и читает. Слушайте. Там Вова играет. Колис еще кыж минут. Привет. О, привет. Привет. Генрих, ты так скажи? Да. Ничего себе. А про Дон вам расскажет мой знакомый. Хороший человек. Артур. Gări așa este, mulți așa este. Dontu sucuk na vălmam yan dontu tatenem. I râtna skor șonde spukșenin. Se bute pukșigas șonde skor gărd. Vaver să tâsliș boștema i gărdel no ma bute donalama. Și na age mai se vaver să bute șem donalam gărd râma. I vidje šo maš do o taj pe donalama don. Și don чик bute taci puktama șnimse. Мальчик, подожди. А кем мечтаешь стать, когда вырастешь? Пожарным. А мотоциклом? Мотоцикл. Меня Андрей, та и старший Андрей, корудит лова, да, миним щитника силы. К сожалению, пока ехали, уже начало темнеть, и в Доне наступила темень. Камера уже не будет передавать настолько красивое село, какое оно есть на самом деле. Мы сейчас находимся в Дону, это социокультурный центр, вот официальное название этого здания. А так, тут можно сказать, что спортивно-культурный центр, потому что здесь под одной крышей и спорт, и культура, и в одном зале мы совмещаем и спорт, и культуру. То есть у вас дома культуры нет? Это, как бы сказать, и дом культуры в одном флаконе, и спорт, и даже библиотека в одном здании. Вот и выпуск подошел к концу. За день мы успели дать 3 концерта. Следующий выпуск будет про человека, которого вы все хорошо знаете. Ждите.
став бурсе. Всем добра. Сестры, братья.